Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 16 ноября, и вы смотрите в прямом эфире информационно-аналитическую авторскую программу «Арена событий», программу для тех, кто хочет знать события в лицо. В студии Владимир Сенюшкин. Звоните нам, как всегда, по телефонам, которые вы сейчас увидите на своих экранах, 35 33 10. Задавайте вопросы на нашем портале nvk-online.ru. Мы будем рады любому интерактивному общению с вами. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Алексей Дьячковский. Алексей Прокопьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Очень рад вас видеть в этой студии. Итак, говорим мы сегодня о детских дошкольных учреждениях, детском дошкольном образовании от 3 до 7 лет. Всем понятно, что существует очередность, как она ликвидируется сейчас, какими темпами? Сегодня это одна из ключевых направлений работы правительства республики. Если в электронном портале, федеральном электронном портале в начале года было 11 300 детей у нас в очереди состояло, то сегодня на текущую дату эта очередь составляет порядка 4900 детей. И в принципе работа ведется, но мы понимаем, что основные работы по строительству, по реконструкции, по выкупу, они будут завершены к концу года, да, ноябрь-декабрь. Да. И, соответственно, основная ликвидация очередности произойдет в этот период. Хорошо. А будет ли стопроцентная ликвидация очередности в исполнении майского указа, одного из майских указов президента, к 1 января 2016 года? Здесь надо сказать, что сегодня по 4 муниципальным образованиям, фактически только по 4 муниципальным образованиям у нас есть серьезные очереди. Это, в первую очередь, конечно, город Якутск, да. Далее Ленск, Мегино-Кангаласский район и Алюкминский район. Соответственно, по 3 последним, я думаю, что мы этот вопрос быстро решим, вот работы ведутся. По городу Якутску есть вопросы, но мы благодаря совместной работе и правительства, и муниципального образования, и иных структур, которые здесь с нами взаимодействуют, мы этот вопрос должны решить до конца года. Ликвидировать очереди. То есть можно практически утверждать, что мама, приводящая ребенок в детский сад, ну так нестандартно приводящая, не 1 сентября, а, скажем, после январских праздников, 11 января, она получит данную услугу? Ну да, данную услугу она должна получить, но мы здесь должны понимать, что это комплекс мероприятий, оно связано, конечно, расширением и бюджетной сети, это в первую очередь идет. То есть это строительство новых детских садов, выкуп новых зданий для этих же детских садов. Но есть и иные вариативные направления, когда мы поддерживаем частный бизнес, предприятия, которые на основании лицензии предоставляют эти услуги. Есть формы, когда эти услуги могут быть предоставлены и без получения лицензии. Но здесь, конечно, надо нам порядок наводить, потому что решением правительства установлено, что родительская оплата в этих частных структурах не должна превышать 200% от оплаты, которую они оплачивают в детском саду. Если в прямых цифрах это говорить, если в детском саду оплачивают 2500 рублей, так? Ну, может быть, сейчас 3 уже. Да, может 3, да. Сейчас будет 3000, то не более 6000 должны они оплачивать. Но мы знаем факты, когда эти учреждения пытаются там за счет иных каких-то сборов компенсировать определенные затраты. Поэтому здесь... Им позволительно это делать? Я сам на сайтах, на некоторых, видел приглашения в частные детские сады с оплатой 10-11 тысяч рублей в месяц. Но у нас как идет? Государство поддерживает, им оплачивает, предоставляет субсидию на предоставление образовательных услуг. Это первое направление. И второе, присмотр и уход. Мы со стороны правительства республики установили порядок, когда эти деньги могут быть предоставлены только при соблюдении 2 условий. Первое, это не более 200% от оплаты муниципальный детский сад, то есть это двукратная оплата, и перевод из очереди в другую очередь на ожидание, на желающих поменять детский сад. То есть эти 2 момента мы должны соблюсти. Понятно, что необходимо нам дальше работать, усиливать контроль, взаимодействие и помощь. И, соответственно, я думаю, что к новому порядку мы привыкнем. Для этого надо, конечно, определенное время. А что еще, помимо частных детских садиков, может относиться к вариативным вариантам дошкольного образования? Вот, кстати говоря, вы сказали по поводу, что эти учреждения могут как иметь лицензию, так и не иметь лицензию. А в каких случаях они могут не иметь? Это когда там
работник сам предоставляет образовательные услуги, то есть он должен иметь либо соответствующее педагогическое образование, либо должен пройти переподготовку, это один момент. Так? И второе, значит, этот товарищ, он в такой форме набирается не более 10 детей. Но мы понимаем, что на сегодняшний день это может быть даже вынужденная мера, но в принципе будущее у нас стоит за детскими садами, которые получают лицензию, и мы их будем поддерживать. Конечно. Здесь все мы понимаем, что сегодня действительно в республике развернута очень большая работа по строительству детских садов и по реконструкции. Вот простые цифры. У нас только 14... Сейчас, если можно, к цифрам подойдем еще. У нас просто звонок от зрителя. Зрители — это святое. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, из какого вы города, и задавайте, пожалуйста, свой вопрос гостю. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Макаров Михаил. У меня вот такой вот вопрос. На сегодня, насколько мне известно, очередь по всей России в детские сады ликвидирована. А как обстоит ситуация в республике Саха-Якутия? Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Но мы начали об этом говорить. Но я не скажу, что по всей России он ликвидирован. Он, конечно, есть. Может быть, в сравнении тогда с какими-то другими городами вам будет удобно сказать. Ну, по Дальнему Востоку, да, действительно есть определенные... Я вот вам переводил пример, когда мы разговаривали. Да. Вот тот же Магаданская область, по сравнению с 1991 годом, в самом городе Магадане население уменьшилось на 50%. У нас в Якутске за этот период она увеличилась, наоборот, на 50%. Да, поэтому новые задачи, это первое. Второе, то, что у нас очень хороший демографический рост, рождаемость одна из передовых, наверное. Мы занимаем одно из первых мест в Российской Федерации по рождаемости. И вот еще раз говорю, то наследие, которое еще даже в советское время у нас были очереди в детские сады. Ну, собственно говоря, оттуда это и тянется, и демография, собственно, преподнесла то, что преподнесла. Да. Итак, цифры. Итак, если по цифрам, сколько вводится ежегодно? Вот в этом году мы должны вообще построить и реконструировать 42 детских сада, и плюс у нас 8 стоит на выкупе. Это очень серьезные цифры. Я думаю, что здесь, конечно, мы в этом году с бюджетов различных уровней, федерального, регионального и муниципального, где-то около 1 100 000 000, прямые затраты это на обновление этой программы. Далее у нас идет программа государственно-частного партнерства, 2 программы. По ним в целом до 2017 года должны быть построены 20 детских садов через партнерство и через кредиты Алмаз-Эргенбанка. Далее у нас планируется в городе Якутске, это отдельная программа государственно-частного партнерства, это строительство 5 детских, плюсом к этим 20, еще 5 детских садов в городе Якутске. Это очень большие объемы. Я думаю, что мы понимаем, что если даже в этом году мы ликвидируем очереди, это не значит, что мы в полном объеме сможем предоставить качественные образовательные услуги. И поэтому и руководство республики это четко понимает. У нас до 2018 года фактически все дети будут ходить обустроенные, хорошие детские сады. Это ключевой момент для нашей работы. А вот, скажем, в следующем году снова повысится рождаемость. Точнее, она должна была повыситься 3 года назад, для того, чтобы... и снова перекроет, собственно говоря, рост тех площадей, которые вы сдаете да, это есть в эксплуатацию. У нас рождаемость, она всегда была очень высокая, и, соответственно, мы понимаем, что демографический рост за счет рождаемости, появления новых наших граждан Российской Федерации, жителей нашей республики, она будет идти, но мы, с одной стороны, тоже понимаем, что страна вступает в тот период, когда женщин фертильного возраста станет меньше. Это последствия Великой Отечественной войны, 90-х годов, поэтому снижение рождаемости объективно произойдет по всей стране, но зато будет поставлена задача решения вопросов школьного, школ, ликвидации 2-й смены, 3-й смены по всей стране. Сейчас мы к этому подойдем, к ликвидации 2-й и 3-й смены в школах. Кстати говоря, а давайте сразу уж, насколько вообще это выполнимо, ликвидация 2-й и 3-й смены? Что-то верится с трудом. Задача очень серьезная, кстати. Такая же, наверное, задача, которую ставили по ликвидации очередей в детские сады. Да? Но, тем не менее, в стране эту задачу решаем. А сегодня речь идет о том, что до 2025 года фактически мы должны ликвидировать первое, 2-ю, 3-ю и 4-ю смену. Иногда в некоторых субъектах даже присутствует 3-я смена. Так? Да. 3-ю смену. А мы, конечно, ставим задачу, чтобы ликвидировать 2-ю смену к 2025 году. Здесь, конечно, надо понимать, что правительство Российской Федерации ставит задачу с 1 по 4 класс. Да. Для начального образования и 10-11 класс. Мы к
2022 году мы должны его полностью ликвидировать. Соответственно, еще кроме этого не просто ликвидация там, смен, да, но речь идет о ликвидации ветхих зданий, аварийных зданий. Здесь, конечно, объем финансирования очень большой. Мы понимаем, что сегодня нам всем, и Российской Федерации в целом, как федеральному бюджету, нам, субъектовым властям и муниципальным властям надо объединяться, чтобы решить эту проблему. Ну, хорошо. А хватит средств на реализацию вот этих вот планов? Вернемся, если к дошкольному образованию. Да, я думаю, что сегодня в нашей республике действительно очень серьезные деньги на это предусмотрены. Я думаю, что вопрос, то, что мы ликвидируем, это однозначно. Так, и... Но кризис не может не отражаться. Но, тем не менее, на планах. Тем не менее, это для руководства республики одна из ключевых направлений. Потому что, ну, во-первых, предоставление образовательных услуг само по себе важно для детей. Так, это первое. А второе, особенно в сложных экономических условиях, нам надо дать возможность родителям работать. Да, потому что важно. если мы говорим, что в начале года была очередь 11 300, это где-то, ну, примерно, не знаю, кто-то, может быть, там у бабушек, у дедушек дети находились и так далее, но тем не менее много тысяч людей не смогли работать, особенно мамочек не могли работать, потому что были привязаны. И сегодня правительство нашей республики ставит принципиальную задачу, чтобы дать этим людям возможность работать, когда ребенок будет получать образовательные услуги, и, соответственно, укрепление материального положения домохозяйств республики. Качество образовательных услуг в частных учреждениях как-то контролируется государством в данном случае? Ну, здесь надо отметить, что частные детские сады с лицензией, они действительно всегда контролировались. Это понятно. Да, и здесь мы, конечно, будем однозначно усиливать работу, приводить стандарты, им всячески помогать, в первую очередь, для того, чтобы они могли оказывать именно качественные образовательные услуги. Это первое. А второе, то, что тут не секрет, что многие частные предприниматели без лицензии, без ничего, в явочном порядке, они оказывали эти услуги, особенно услуги по присмотру и уходу. То есть никто их не контролировал. Сегодня мы говорим людям, давайте приходите, мы вам будем помогать, но зато мы будем предъявлять определенные требования по оказанию, во-первых, услуг по присмотру и уходу, во-вторых, по образовательным услугам. Но мы-то понимаем, что это будущее все-таки за детскими садами большими, да, и здесь однозначно будут в первую очередь поддерживаться детские сады, если говорить о частном бизнесе, это детские сады с лицензией. С лицензией в первую очередь. Алексей Прокопьевич, еще один звонок. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста, из какого вы города, и, пожалуйста, свой вопрос гостю. Здравствуйте, алло. Здравствуйте. Да-да, слушаем вас. Я бабушка, 64 года, Екатерина Ивановна. Добрый вечер. У меня внучка, ей было 3 месяца, я в мэрии ставила на очередь. Сейчас 5 лет проходить медосмотр. Дали садик новый в районе ДСК. А пошла проходить и ставят, манту, и типа на туберкулез это в течение года мне. Сохранится место у меня там для внучки или нет? Ну, я не думаю, что медосмотр Спасибо за вопрос. Надо проходить так долго, это во-первых. Во-вторых, вам надо конкретно отрабатывать с управлением образования города Якутска и с управлением образования города Якутска, потому что вот они бронируют эти места, мы предоставляем. Но вот, кстати, интересно, да, Владимир Станиславович, у нас где-то около 2000 человек, получив направление, не выбирали эти места. Да, мы долго их ищем, объявление делаем, чтобы они пришли, забрали это место. Может быть, действительно, вам надо обязательно подойти в управление образования и сказать, что есть определенный там временной лаг для того, чтобы вы прошли все процедуры. Ну, хотя странный срок год, да, это как-то так запредельно. А давайте свяжем теперь школьное образование с дошкольным. Не означает ли то, что будет реализация программы по созданию новых мест в школах, соответственно, да, и вообще школьная реформа, не означает ли это, что дошкольная реформа так на второй план отодвинется? Дошкольная? Да. Нет, ну я понимаю, что у нас, в принципе, перед всеми поставлена задача к концу 15-го, к началу 16-го года этот вопрос потерял свою острую актуальность. Так? Я думаю, что мы здесь в республике справимся с этой задачей. И, в принципе, в плановом порядке будем действительно, во-первых, обновлять тот фонд, который мы имеем, помещение наших детских садов. Будем все равно строить, но это будет уже, во-первых, улучшение предоставления образовательных услуг для детей,
повышение комфортности, это все это будет, понятно. А вот по школам, да, это новая ключевая задача, Да. сегодня мы решаем эту проблему. Но, кстати, надо отметить, что вот фактически, наверное, нет в России такого субъекта, где строят ежегодно по 14 школ. У нас в республике стоит по 14 школ, но единственный момент то, что в 80-х, 70-х годах, когда у нас был вот этот экономический прорыв, особенно были совхозы, какие-то крупные хозяйства, были построены много школ Да. именно в деревянном исполнении. Они, пятой степени огнестойкости. Сегодня фактически, исходя из тех технологий, по которым они были построены, сегодня они обветшали, уже в ветхом состоянии находятся, многие находятся в аварийном состоянии. Поэтому сегодня нам надо просто вот проблема в том, что вот тот фонд, который был создан в 70-х, 80-х годах, он сегодня фактически изношен. И очень много, значит, надо будет, одномоментно они переходят в такое ветхое состояние, поэтому надо вкладываться и вкладываться. Но 14 школ, вот, если говорить, Да, я вот вы понимаю. уточните у других субъектов, мало кто может показать такие цифры. Хорошо. У нас еще один звонок, я надеюсь, не последний. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, из какого вы города, и задавайте свой вопрос гостю. Алло, здравствуйте. Вас Здравствуйте. Да, добрый вечер. Вот сейчас слышно. Петр Третьяков, Верхний Колыма. Очень приятно. Задавайте, пожалуйста, вопрос. Так, я хотел бы узнать, вот в сельских местностях делаются добрые дела, так? Очень много строится по разных районах объекты. А по Якутску, по городам почему такие мероприятия не проводятся? В чем причина? В Якутске богатых людей много. Они могут обеспечить по округам вот детские сады, площадки и так далее. Да, Вопрос понятен. да. Вот программа Спасибо. «Моя Якутия 21 век», в 21 веке, это действительно уникальная, наверное, программа, когда общество, государство, муниципальные органы власти и общество концентрируются, объединяются и совместно строят социальные объекты, и иные какие-то объекты. И здесь, как опыт показывает, это объективная реальность. Сегодня эта программа, в первую очередь, идет только, особенно в сельской местности. Да. Потому что там люди готовы ради того, чтобы поселение была школа, больница, детский сад, готовы. В том же Чурапчинском районе люди забивали свой скот и вкладывали в рамках этой программы для строительства школы. То есть там люди готовы больше жертвовать, идти на определенные материальные затраты для того, чтобы в поселении был какой-то социальный объект. По городу это достаточно сложно, и особенно в тех районах в Нерюнгри, Ленске, Мирном, в городе Якутске. Созданный недавно Республиканский оперативный штаб по ликвидации очередности в дошкольной образовательной организации. Чем занимается? У нас буквально осталось полминутки. Тут вы понимаете, что за предоставление образовательных услуг отвечает Министерство образования, за Да, строительство детских да. садов Минстрой, за поддержку предпринимательства частного сектора, Министерство предпринимательства. Все это надо координировать. Кроме этого, есть еще надзорные органы, противопожарная служба, Роспотребнадзор, муниципальные органы. Мы действительно все объединяемся и уже объединенными усилиями синхронно мы решаем эти проблемы. Поэтому, может быть, благодаря этому и есть определенные результаты. Удается? Получается. Получается. Наша программа подходит к концу. Можно сказать, что сегодняшний выпуск «Арена событий» завершен. Смотрите нас завтра, 17 ноября в 19:15. Речь в завтрашнем эфире пойдет о ситуации с допингом в спорте. «Арена событий» – программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Спасибо за внимание и до свидания.